Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Сегодня у нас в студии человек, чья биография читается как захватывающий роман. Но это реальная жизнь. Александр Находкин родился в Якутске, начинал карьеру в гемологии. Работал на гранильном заводе, а затем кардинально сменил вектор, выбрав путь служения Отечеству. На его груди 3 ордена мужества, 3 медали за отвагу, георгиевские кресты и знаки отличия от разных стран и ведомств. Но с наградами живая судьба. Семья, дочь, учеба в горном институте и работа в бизнесе. Это редкий пример человека, который умеет сочетать долг, профессионализм и человечность. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Рада вас видеть. Только прошло 9 мая. Я знаю, что вы внук Героя Советского Союза, Да. Николая Чусовского. Расскажите, вот как история ваших старших родственников, история деда повлияла на формирование, повлияла ли на формирование? Чусовской Николай Николаевич — это двоюродный дед. Есть также родные деды, которые Тоже воевали? Тоже воевали, да. Вот 2 деда, Александр и Михаил, они прошли тоже всю войну. Вместе брали Кёнигсберг, и когда брали, они даже не знали, что они находятся там. То есть они прошли войну, оба получили медали за Кёнигсберг, и только после войны они узнали, что они там вместе были, как оказалось. Настолько вот... они в разных подразделениях? Они были в разных подразделениях, да, но Да. вот брали Кёнигсберг вместе вот в одно время, то есть, в разных точках. И обоим удалось вернуться? Обоим удалось вернуться, да. Но так вообще вот всего 5 родственников воевало. Вот, 2 из них, к сожалению, вот, погибли в начале войны. Вот. И, конечно же, их истории вот, послужили для меня, вот, как сказать, в будущем сыграли, да, большую роль на мою дисциплину, на мужество, на мой характер. Потому что я рос их историями, и рос историей любви к родине, да, патриотизм. Это все было в моем детстве, это закладывали в меня мои родители и бабушки, что с маминой стороны, что с папиной. А дедушек этих вы застали? Нет, дедушек не застал, они ушли раньше. Ага, то есть бабушки про них рассказывали? Да, бабушки рассказывали про них, и все истории, конечно, я от бабушек все это слышал. 9 мая как семью отмечаете? Вы знаете, вот я в последние годы вот провел все время на службе, и редко удавалось вообще. Вот в прошлом году я 1 раз вот попал за последние там 10-15 лет, и вот в этом году. А до этого всегда это был большой, великий праздник для нас. Мы отмечали его, накрывали на стол, да, то есть это был большой праздник. Мы собирались с родственниками. Это был такой для нас, это был как Новый год праздник. Для некоторых Новый год — это большой праздник, для нас 9 мая — это еще больше. Самый большой праздник? Да. Вы начинали обучение в финансово-экономическом институте, потом освоили гемологию, работали на гранильном заводе. Да. И потом вот такой поворот нестандартный. Что вас подтолкнуло? Как Да, вообще ну так вот, получилось? вы знаете, раньше это было модно. Родители хотели, чтобы я стал экономистом, либо юристом, да, то есть все поступали на юридический. В 90-е, да, все были юристы или экономисты. И вот так сложилось, что мне пришлось на экономический поступить, но это, наверное, по желанию родителей все-таки в первую очередь. Вот. Ну, там не доучился, далее я вот устроился на работу огранщиком, да, работал. Мне было интересно вообще познать камень, что такое алмаз, да, вот я научился гранить... Бриллианты? Да, бриллиант. Ну, вот из алмаза гранить круглый камень, КР-57 он называется. Это самый стандартный круглый камень, который вот чаще всего мы видим на изделиях. Вот. И для меня это было интересно. Далее я поступил на курс повышения квалификации, это в гемологическом институте. Университете, вернее, вот, прошел курс специалист по бриллиантам. И вот хотел работать на внутреннем и внешнем рынке. А где такой университет? Это в Москве. Да, но вот так сложилось, что вот
в дальнейшем я устроился на другую работу там, по некоторым причинам. Но на сегодняшний день я вернулся, можно сказать, вот в недры. Мне эта тема интересна и поступил вот в институт, в горный институт местный, вот, Северо-Восточный федеральный университет. То есть вы сейчас студент? Да, я сейчас студент горного института, да. Магистратуры? Бакалавриат? Да. Рудные месторождения. Рудные месторождения. Ага, то есть вы уже умеете делать из алмазов бриллианты, а теперь будете учиться их добывать? Ну, их добывать и вообще вот недра познавать. Для начала опознать, как это все происходит, как это добывается и что для этого нужно. Так, получается, по спирали, да, карьера идет. А как вы решили вот после пойти на военную службу? Ну вот, вообще вот у меня в глубине души всегда вот было рвение такое, вот, чтобы что-то вот с военным связать свою жизнь, да, наверное, это позыв такой вот из глубины души был вот как раз то, что и как меня воспитывали мои родители и бабушки. И вот этот позыв, он все время мне говорил о том, что нужно быть готовым к чему-то. И я готовился, я тренировался, и я знал, что моя жизнь будет связана все-таки вот с войной в глубине души, опять же, да. И по стечению обстоятельств я работал в информационной безопасности аналитиком. Долгое время, 8 лет это проработал. И вот начался конфликт на Украине. Это, значит, захват власти и Донбасс, да, то есть украинцы начали бомбить свой же народ, русскоязычных людей, да, вот, и я не мог оставить, ну, не мог найти, понять вообще, вот, что это происходит, как это так вот люди, страна бомбит же своих же людей, да, вот, смотрел новости, изучал, что там происходит, и не мог вообще вот осознать до некоторого времени, да, и понимал, что там страдают мирные люди, страдают бабушки, страдают дети, да, маленькие, их матеря, и, естественно, не мог вот я сидеть, сложа руки, собрался и поехал в Луганскую Народную Республику. Но до этого я где-то 2-3 года постоянно готовился, изучал военное дело, литературу, общался с ребятами, которые вот, прошли боевое крещение от чеченской кампании, да, там, первой, второй, вот, грузинский конфликт, который был. Увлекался вот, военным делом, и ребята меня приглашали там, на игры «Зорница». Мы общались всегда, и вот на тему патриотизма, на тему того, как, ну, что такое Родина и так далее. И вот на сегодняшний день как раз вот, я побывал в нескольких школах, кстати, вот на эту тему тоже чуть позже расскажу. В 2014 году, получается, вы приняли решение пойти добровольцем в Луганск. Да. А готовились, читали, а военную службу срочную до этого не проходили? Нет, до этого не проходил. Срочную службу не проходил. Я приехал, ну, сел на поезд и поехал сам в Луганскую Народную Республику. А у вас там кто-то был? Вы знали, куда Нет, едете, к кому едете? я никого не знал, там никого не было, никто меня не ждал. Я в поезде познакомился с парнем, он кадровый военный, уже в запасе вроде он как был, да, вот он в возрасте. Мы познакомились с ним, он такой же, как и я, доброволец, собрался туда, поехал один, сел на поезд, мы познакомились и, значит, доехали до границы, сели в автобус, нас приняли в комендатуре военной и отправили во 2-ю бригаду, в 3-й мотострелковый батальон. Я попал там в группу разведки, во взвод разведки. Сразу? Да, сразу же. Вот, и в целом я был крепок, готовый уже. То есть, сколько вам лет было в 2014 году? В 2014 мне уже было 30 лет.
Ну, то есть, ну, зрелый, То есть это зрелый уже человек, осознанный, взрослый да, человек. это был зрелый, осознанный выбор, я это понимал, все прекрасно. А у вас и семья же готовился. была уже к тому моменту? Да, у меня вот была еще первая жена, сейчас я второй раз уже женился, да, и вот у меня ребенок был, ребенку 2 года было тогда, на тот момент. Вот, и Ну они и как? Наверное, остались. семья-то не очень приветствовала ваше решение. Ну, как сказать, не очень приветствовала. Они понимали, что я иду туда защищать людей. То есть они боялись, конечно, страх присутствовал, безусловно. Но они понимали, что я там буду нужен. Значит, вы попали во взвод разведки и освоили пулемет. Да, я сразу же стал пулеметчиком, потому что штатка забита уже была, там были стрелки, все, и вот меня спросили, сможешь ли ты ходить с пулеметом? Я говорю, ну, смогу, я, в принципе, был готов, и взял эту ответственность на себя, пулеметчик. А первое вот боевое крещение помните? Да, конечно, это первая работа, которая у нас была, это разведка. Мы проводили ее в Попасной, вот, переходили на сторону противника, и когда вот переходили, мы обнаружили минное поле, там была подорванная машина, гражданская машина. Вот мы знали, у нас была информация, что вот, эти гражданские с той стороны, они были вот с украинской. И сами же на этой же мине подорвались. Мужчина, водитель, погиб на месте, а женщина получила серьезные травмы. А дорога эта была вот практически на границе, получается. И вот в тот момент у нас, ну, группа вся была достаточно профессиональная. Командир был тоже профессионал, он как раз был сапером. Мы сняли мины, которые были, и ушли далеко в тыл к противнику и установили на их дороге там, где дорога, которая ведет к позициям. Также проводили разведку там двух блокпостов и на следующий день совершили подрыв, значит, грузовой техники с боеприпасами и технику с гусеничную бронетехнику. Вот. И это было мое первое боевое крещение. Слава Богу, все обошлось у нас без жертв. Мы задачу выполнили на все 100%. Вот. И вернулись все назад. Это вот одна из первых задач была таких серьезных. Вы год там повоевали, потом в 2015 году вернулись и работали спасателем в Арктике. Да, ну, к тому моменту, к осени уже начались там мирные соглашения там, в Беларуси, Минские. Вот. Я уже подумал, что все идет к концу, и уехал домой, вернулся, устроился в службу спасения, и вот работал там, получил огромнейший опыт в этой сфере, да, вот, по оказанию медицинской помощи, вот, за что благодарен службе спасения, вот, и ребятам, с которыми я получал огромный опыт. Это работа, вот, которая вот, осталась навсегда в моей памяти, на самом деле. Вот, очень много разных задач мы выполняли и спасали людей там. А что-то похожее, что-то объединяет вот эти две сферы? Спасение людей и военная служба? Ну, безусловно, объединяет, потому что все-таки на войне люди получают различные ранения, да, и их все равно нужно обрабатывать, да, оказывать первую медицинскую помощь. И, безусловно, есть моменты, которые очень схожи. Все-таки работа спасателем — это не просто работа, да, то есть это постоянно что-то нужно перетаскивать, ехать долгий путь. Физическая выносливость. Физическая выносливость, да. Но, к счастью, вот, у спасателей никто не стреляет, и это совершенно вот меняет, да, все дело. Поэтому... Но и цели все-таки разные. Если ты на войне, у тебя же цель уничтожить противника.
Уничтожить противника, да, но в первую очередь это защита населения и русскоязычного, да, вот защита все-таки людей в первую очередь. И это, ради этого мы туда и отправлялись в первую очередь. Да, а уничтожение противника, безусловно, противник, если обстреливает мирных людей, и мы это знаем, то, конечно, мы должны будем сделать задачу и уничтожить противника. Экспедиция Русского географического общества «Полюс холода» стала лауреатом премии этого географического общества. Какую роль вы в этом проекте сыграли? Что вам эта экспедиция Я дала? сыграл в этом проекте роль спасателя, человек, который проходил повышение квалификации. Вот, вообще это была очень интересная, увлекательная экспедиция. Она уникальная на самом деле, потому что за всю историю человечества ни один человек не прошел этот путь, такой путь. То есть вообще во всем мире есть две реки, которые впадают в разные океаны. Одна из них, из этих рек, находится у нас в России. Вот она одна впадает в Охотское море, Тихий океан, а вторая Восточно-Сибирское море, это Ледовитый океан, да? Да, и там есть точка бифуркации. Есть точка бифуркации, все верно, да. И вот мы с Охотского моря поднялись наверх до точки бифуркации, как раз это река Далькю, которая разделяется, да, и дальше по Далькю мы начали сплавляться до Индигирки. И как раз там вот у нас основная задача наша была, вот как спасатели, это пройти горную речку, вот, сплав. Мы сплавлялись на катамаране по реке, у которой, я вот сейчас точно не вспомню, 3-й или 4-й класс опасности. Да, вот, это называется Индигирская труба. Достаточно опасное место. Там каждый поворот, он назван в честь человека, который пытался эту реку пройти. И погиб. Да, и погиб. Там каждый поворот, он в честь кого-то назван. И нам очень повезло, что на тот момент было много воды. И мы достаточно удачно прошли, почти что 20 километров по скоростной реке мы сплавлялись. И это было очень увлекательно. И получили большой, огромный опыт. Затем вы вернулись опять в армию, ну, получается, на военную службу, и с 2017 года выполняли задачи в Сирии, в Центральной Африке, Ливии, Судане. Вот да. Почему вернулись? Что вас мотивировало продолжать службу в таких сложных регионах? Ну, был звонок от приятелей, с которыми мы работали. Вот они пригласили меня, да, пригласили меня в компанию. И, естественно, я не мог пропустить такой момент. Это, безусловно, огромный опыт, да, приобретения вот, работы за границей. Там мы выполняли государственные задачи. С терроризмом боролись? Да, это борьба с терроризмом. Вот. Ну и, естественно, я получил огромный опыт, который мне пригодился в будущем. Вот, конкретно вот в ливийской компании я уже, тогда уже учились мы работать с беспилотными летательными аппаратами, проводили аэроразведку, и для нас это уже было, да, вот, знакомо все, да, огромнейший опыт. То есть это все пригодилось уже в ходе специальной военной операции? Да, конечно, безусловно. Это работа в обороне, работа в штурмовые, да, вот работы, операции. Это беспилотные летательные аппараты, работа с артиллерией. Это все пригодилось, конечно. На СВО вы прошли путь от штурмовика под Артемовском до начальника разведки, управляя подразделением до 1300 человек. Да. Вот, как так получилось, и какой стиль руководства наиболее эффективный, вот, когда боевые действия идут? Получилось так, что в 22 году, вот, в августе, я был у подножия у Бахмута, вот, и в одной из операций при штурме погиб командир роты. Но на тот момент у меня уже опыт был большой, и командиром была поставлена задача вернуть меня со штурма, значит, и поставить на должность командира роты, потому что на тот момент парень, который
был нашим командиром, он получил смертельное ранение, вот, и нужно было его заменить. И в дальнейшем, значит, я применил весь спектр своих возможностей, весь свой опыт, и мы начали удачно проходить, охватывать, значит, левый фланг Бахмута и научились работать в тех условиях и научили работать других. То есть по выходу на ротацию я даже писал методички для того, чтобы передать этот опыт остальным другим батальонам. А стиль работы, ну, как такового стиля нет, это просто понимание, да, людей на земле, которые проводят работы штурмовые, так как я сам был штурмовиком, я ходил и первым номером, да, вот, когда в разведке был, это называется головной дозор. Это тот, кто первый заходит на территорию? Это кто первый заходит, да. Самое опасное? Самое, ну, одно, конечно, из самых опасных. Также я был и на должности пулеметчика. Я вообще понимал вот этих ребят, которые вот, которыми руководить, да, которыми я руководил. Естественно, в первую очередь это было понимание и максимальное понимание, да, и второй задачей это было максимально больше сохранить ребят, потому что, ну, сложное время и сложные операции, хотелось как можно эффективнее работать, и это получалось, что хорошо. И получалось, и мы научили работать остальные, другие батальоны, которые вот рядом с нами шли, и достаточно успешно провели вот эти задачи. Битва за Бахмут стала одной из самых тяжелых эпизодов специальной военной операции. Что, на ваш взгляд, стало ключевым фактором успеха? То есть, ну, это же как будто невозможно было. Ну, ключевой успех — это в команде, в людях, в опытных ребятах, таких же, как я, которые вот, управляли боями, участвовали в боях в этих. В первую очередь, это, естественно, опыт. Ну, то есть это были и грамотные действия, да. Это были опытные бойцы. Профессионалы, да. Это профессионалы ЧВК «Вагнер», правильно? Да, ЧВК «Вагнер». Ну, мы знаем, компанию узнали только в 22 году. На самом деле она до этого выполняла задачи, да, и в компании работали в основном только профессионалы, прошедшие уже достаточно большой опыт в разных странах, в разных военных компаниях. Ну вот и по вашему опыту и Сирия, и... Да, и Сирия, Ливия, но также, вот я, как и говорю, вот, чеченские компании, Грузия, там некоторые даже воевали в Югославии, ребята, вот, которые были с нами тоже. Там проходили службу. Ну, это вот опытные ребята. Тоже профессионалы. Да. Вы неоднократно были ранены и контужены, но оставались в строю. Что вам помогало сохранять боеспособность и волю к победе? Ну, в первую очередь, наверное, истории, да, вот, которые прошли в детстве, это истории моих дедов, это дисциплина и, ну, качества мои. То есть я не мог вот оставить ребят, передать их кому-то. И, естественно, мне приходилось выполнять задачи. Ну, это невозможно было оставить. Моя главная задача это была тогда вот работать, и, слава богу, ранения были, ну, совместимые с работой. А после расформирования Вагнера, как было предложено всем бойцам, ну не все это сделали, но вы продолжили службу в подразделении спецназначения Минобороны. Да, все верно. В специальном отряде проводил работу, ну, это работа такая, она как бы секретная, о ней не буду много говорить. Да, единственное, что вот работал там рядовым вначале разведчиком, а потом командиром группы аэроразведки. Как раз вот тоже применил тот опыт, который имелся. У вас множество наград. Вот, от орденов мужества до иностранных знаков отличия. Какой из них для вас наиболее значим? Знаете, каждая награда должна найти вот своего героя. Я думаю, для меня вот каждая награда, она играет большую роль, потому что это опыт,
это прохождение каких-то сложных условий, да, и я считаю, что вообще вот награды, они должны быть, и должны находить своих героев. Но это очень важно, как и для военных, так же и для других ведомств, также и для спасателей. Это мотивация. Кстати, 9 мая в Петербурге в колонне Бессмертного полка шли вагнеровцы с портретом С портретом? Пригожина. Ну, я думаю, это, наверное, не запрещено. Вот каждый делает, ну, все в свою меру, да. Вот у кого-то вот есть Пригожин герой, да. Вот кто-то может нести портрет своего брата, товарища, да. Это же нормально, на мой взгляд. Как вам удается совмещать должность в Нортоп сейчас с активной военной службой? Мой контракт закончился в феврале. Я служил на контракте добровольца. Сейчас вот мой друг пригласил меня на работу. Мы занимаемся поставкой продуктов в Крайний Север. У нас есть прямые контракты, также работаем, ну, на заказ, по заказу. То есть сейчас вы вернулись полностью на гражданку? Или не Да, исключаете того, что вернетесь? Нет, я уже достаточно отдал службе, да, родине. 10 лет я провоевал, потратил очень много здоровья, и сейчас я остановился и думаю, что я нужнее здесь, своей семье, также я нужен буду народу, я думаю. Вот вы упомянули о семье. Как семья относится к вашему выбору пути, и что вы дочери говорите о папиной работе? Ну, дочь все знает, конечно, безусловно. Вот, кем является ее отец, она к этому относится с большим уважением. Вот, она понимает, что ее папа защитник Отечества и Родины. Вот скоро она должна приехать, я ее жду. Вы встречаетесь со школьниками. Какой самый интересный или самый неожиданный вопрос вам дети задавали во время встречи? Или все одинаковые спрашивают? Нет, не все одинаково, все по-разному. Вот, и, вы знаете, я был в двух школах, вот 8-й и 17-й. Вот также хочу свою школу посетить, вот 26-ю, в которой я учился с 1 по 11 класс. Вот, но дети разных слоев, да, вот по характеру, по темпераменту. Вот есть ребята в 8-й школе, которая занимается вот патриотическим, да, вот делами, там вот зорницу играют военно-патриотические разные игры, ездят на сборы. Вот они спрашивали, конечно, вот, о том, насколько тяжело там может быть, да, вот как это, страшно это или нет. Первые вопросы — это вот о страхе, естественно, и о трудностях. Вот, естественно, вот я всегда отвечаю, что без страха это невозможно. Страх — это наш инстинкт, он нам помогает выживать, наоборот. Но То есть дело не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы, несмотря на страх, действовать, да? действовать страшно будет в любом случае, конечно. Нужно просто переключаться именно на задачу, на выполнение задачи. Страшно будет, но если думать о страхе, то он будет съедать. Поэтому нужно уметь правильно переключать это. А что вы думаете вот о нынешних детях? Я думаю, что детям нужно помогать формировать их характер, любовь к родине, вот патриотизм. И я считаю, что нужно больше уделять внимание детям, лагерям, вывозить их вот в леса, на сенокос, проводить там больше времени, походы, военно-патриотические также игры, чтобы дети понимали, что такое лес, что такое ориентирование. Да, это важно, на самом деле важно, потому что это наше будущее. Что для вас патриотизм? Патриотизм — это в первую очередь любовь к родине, любовь к близким,
к родителям, к детям, естественно, к своей семье. Это и есть патриотизм, любовь своей земли, Родины. А можно ли его воспитать? Конечно. Меня вот как раз-таки воспитывали тем, чтобы я должен любить Родину. Да? Вот мне говорили о том, что вот наши деды пролили кровь свою, да, чтобы мы жили в мире. И, естественно, когда ты понимаешь, вот, ну, какой путь они прошли и ради чего это они прошли, ты начинаешь понимать, что все это было ради нашего будущего. И патриотизм, он необходим для детей, потому что они же тоже вырастут, правильно? И, возможно, кому-то из них придется управлять страной, может, республикой даже. И они должны будут это делать с любовью к своему народу. А воспитывать патриотизм должна семья или школа? Или и семья, и школа? Или Я думаю, все должны, взрослые люди, да, вот все-таки проводить разные параллели. Так же, как и семья, в первую очередь, и школа тоже. Учителя очень большую роль играют в воспитании наших детей. И, конечно, вот им нужно отдать должное, они молодцы. Но я думаю, нужно еще немножко брать уклон на психологию, на детскую психологию, да, и вот больше раскрывать их потенциалы, на мой взгляд. Но я так понимаю, что вы ведь сами в школе учились, то есть в вас патриотизм вложила семья, прежде всего, потому что вы в школе учились в 90-е, я понимаю, примерно, как раз когда у нас запретили всю идеологию, и не было ни начальной военной подготовки в школах, ни игр Зорница, ни там вот этого советского ничего. В школе ничего не было, и ни гимна, ни... Вы абсолютно правы, да, вот в школе у нас этого не было ничего, и я думаю, что это большое упущение на самом деле, вот, что вот на сегодняшний день я точно знаю, что вот 38 школ участвуют в сборах. Да, и вот эту традицию возобновили, и хотелось бы, конечно, чтобы эту традицию вот расширялась не только в знаниях школьников, да, также и студентов, и старших поколений, чтобы ребята, которые вот даже приходят с СВО, помогали этому. То есть они приносили пользу, да, то есть передавали свои знания, разговаривали с детьми больше. И детям нужно давать эту информацию, они должны понимать. Последний вопрос. Если бы у вас была возможность дать самому себе, 18-летнему или 16-летнему, один совет, что бы вы сказали себе? Вы знаете, я прожил сложную жизнь, такую непростую, но я бы ничего не менял, на самом деле. Я пришел к тому, какой сейчас я есть, и это огромный опыт, и опыт, который я готов передавать. Передавать не только, вот я говорю, детям, но и взрослым людям. Готов помогать, и есть огромное желание. Спасибо за беседу. Да, спасибо вам. Возможно, главный вывод в том, что патриотизм не возникает по указанию, а рождается там, где есть личный опыт, правда и готовность быть рядом с другими. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.